А. Здравствуйте. Мы здесь собрались не просто так, а для того, чтобы посмотреть документальный фильм Якутской епархии «Молящиеся». И, естественно, какие вопросы у нас родятся в процессе этого фильма, просмотра вернее, мы их зададим в конце фильма. Я хочу вам представить сегодня перед журналистами тех, кто принимал непосредственное участие в создании этого фильма. Это Иннокене Евгения, это пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук. И это продюсер фильма, журналист Анжелика Тупицына. Вот. Ну и они вам подробно расскажут о том, как снимался этот фильм. Он снимался в нескольких городах российских. Была, насколько я знаю, очень большая проведена работа. Была работа и с архивами, и с историками, и с иконописцами. Так что, я полагаю, нас ждет очень интересный фильм. Собственно говоря, давайте его уже смотреть, поскольку он посвящен чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. Она сейчас находится в городе Якутске, и в этом году ей исполняется 275 лет пребывания святыни на якутской земле. Внимание на экран. Икона, как и слово, является одним из средств познания Бога, одним из путей к соединению с Ним. Словно окошки в Царство Небесное, они указывают на мир горний, далекий и в то же время такой близкий открытому и верующему сердцу. В том мире пребывают святые и сам Господь со своей пречистой Матерью. И в иконах мы видим их любящий взгляд. Явление иконы всегда чудо. Например, Иверская икона Божией Матери проделала путь на Афон, 2 века скитаясь по волнам моря, и, наконец, была обретена монахами Иверского монастыря. О Казанской иконе Божией Матери Пресвятая Дева сама сообщила, явившись во сне. История нашей иконы не стала исключением из ряда этих чудесных событий. Наша икона особенная. Она, кажется, не подходит ни под один классический канон. Дева Мария изображена одна, без Бога-младенца. Таковых изображений существует совсем немного. Ну, вообще, конечно, иконы Богородицы без младенца – это не такая уж частая особенность. Чаще всего Богородица представлена с младенцами. Но в позднее Средневековье появляется иконография, связанная или с предстоящим воплощением Богородицы, или же уже Богородица, скорбящая около креста. Самая известная иконография такая была келейная икона Серафима Саровского, и умиление Градоякутская очень похожа на эту иконографию, которая была келейной у преподобного Серафима Саровского и сохранилась. Основная масса вообще сохранившихся икон и сейчас находящихся в храмах – это, конечно, XIX век, и больше даже вторая половина. Более ранние произведения, они, конечно, являются ценностью, и особенно ценностью для региона, где вот столь старых, древних памятников не сохранилось. В этом смысле, конечно, для Якутии, я думаю, что это очень значимый и памятник, конечно, и святыня. Теперь уже принято считать, что наша икона – это список с почитаемого в XVII веке образа Виленской Остробрамской. Это совпадает и с временем написания, и с техникой исполнения. Иконография Градоякутской иконы умиления, вот восходящей к Остробрамской, она на самом деле восходит еще более глубоким корням, так называемому греческому Курсунскому Благовещению, когда на 2 створках икон изображалось Благовещение, то есть весть
Архангела Божьей Матери, и Божья Матерь принимает эту весть, сложив руки на груди, вот это вот знак того, что она сказала «Се раба Господня». Она становится той, через которую приходит Спаситель. И вот этот удивительно глубокий жест рук, он как раз тоже передает вот эту любовь. Именно из любви Спаситель приходит в мир, входит через Деву Марию, рождается в этот мир из любви, ради любви к человечеству, ради спасения его. И она, любя Бога, отдает себя вот в эту, можно сказать, удивительную жертву, да, потому что сказано было, что вообще, если кто Бога увидит, то смертью умрет, и вообще соприкосновение, так сказать, с Богом, которого в Ветхом Завете называли огонь поедающий, да, это страшно. Поэтому первое, что Божья Матерь говорит Марии, да, Дева говорит, что как же так, я не знаю мужа, да, она даже пугается этого, но она принимает «Се раба Господня». И вот это тоже, как бы в народном, таком религиозном сознании, тоже было названо умилением. То есть вот этой милостью Божьей и милостью Божьей Матери, да, вот этим движением Бога и человека навстречу, и хотя здесь нет самого младенца Христа, но он в ней пребывает. Вот эта тайна Боговоплощения выражена в этом образе. Известно более 700 различных вариантов икон Пресвятой Богородицы. Среди них выделяются 3 наиболее распространенные группы изображения Божией Матери с младенцем, 3 иконографических канона. В нашем собрании более 25 тысяч единиц хранения, но, конечно, ценным является та иконопись. Вот в 3 залах около 875 икон. И 3-й зал, в котором мы сейчас находимся, имеет как раз типы икон Спасителя и типы икон Богоматери. В иконах Спасителя есть своя типика, в иконах Богоматери своя. Первый тип, который самый известный, это, конечно, нерушимая стена, или, как мы ее называем, аранта. И очень интересное не только, так сказать, изображение, она поднимает руки вверх, она заступница, она та, которая охраняет Вселенную, мир людей. От аранты произошли так называемое Курское коренное знамение, Порт-Артурское или покров Пресвятой Владычицы Богородицы. Даже удивительным образом ее иногда смешивают вот именно с этим типом, когда Богоматерь изображается одна, без младенца, и тоже именно соотносит с этим типом. Другой тип иконы Богоматери – адигития, в переводе на русский язык «путеводительница». И вот Христос в Евангелии от Иоанна говорит о себе: «Аз есть путь истинной жизни». То есть он о себе говорит: «Я есть путь истинной жизни». А Пресвятая Владычица Богородица на иконе указывает рукой, или правой, или левой, на Сына Божия. Тип 3 – умиление, Элеуса. Он идет от души человеческой, где Богоматерь прижимает к своей щеке Сына Божьего. Это тип иконы, или лучше сказать, изототипа, он как раз близок к доисусному чину. Почему ее называют моление? Почему деисис называется моление? Потому что они все предстоят перед Сыном Божьим. И вот тут, без сомнения, очевидно для всех иконописцев, что сам образ Пресвятой Владычицы Богородицы, он очень близок как раз к этому чину, доисусному. Она мне близка. Почему? Потому что она идет от преподобного Серафима Саровского. И он молился перед этим известным уже к тому времени, в XIX веке, иконой умиления. Как я понимаю, что якутская икона Божьей Матери умиления соотносится к векам XVIII. И вот это сомнения нет, потому что деисис произошел еще более ранний, нежели чем 15 век. Поэтому вот само изображение в полуоборот 3/4 Пресвятой Владычицы Богородицы – это четкое повествование, что он взят с деисусного чина. Другой интересный вопрос, что расположение рук в деисисе, как правило, всегда Богоматерь указывает на Сына Божьего. То здесь она сама в себе, она прижала в руки, что тоже не умаляет ее значение, как именно той, которую мы все именуем как умиление или моление. Явление иконы – чудо, явление Божьей благодати. Первые иконы писал по преданию апостол-евангелист Лука, передавая всем верующим благословение самой Девы Марии. Иверская
пришла по водам, Казанская явилась во сне. В начале революционной смуты утешением для верующего народа стало явление иконы Божией Матери Державная. Трижды являлась Пречистая Дева в снах простой женщины, прося найти черный, потемневший от старости образ и сделать его красным, восстановленным. Почитаемыми становятся иконы, написанные по особым случаям, перед которым молились люди и получали исцеление. Мы с вами находимся в центре Софийского собора, главного кафедрального храма Великого Новгорода. И в центре Софийского собора находится икона Богоматерь Знамения, покровительница Великого Новгорода. Предание о иконе говорит о том, что в январе 1170 года наш город был окружен войском Владимира Суздальского, князя Андрея Боголюбского. Но надо сказать, что сам Андрей Боголюбский в город не пришел. Он прислал своего сына, князя Мстислава. И Мстислав приходит не только с войском Владимира Суздальцев, он приводит сюда еще 11 княжеств. И, разумеется, силы были неравны. И новгородцам оставалось рассчитывать только на чудо. И это чудо происходит на второй день осады, когда наш владыка молится о спасении Великого Новгорода, и он слышит голос ангела: «Если ты хочешь, чтобы град твой был спасен, возьми икону Богоматерь Знамения и вынеси на городскую стену». Владыка так и делает. Он берет эту икону, выносит икону на городскую стену, суздальцы увидели икону и выпустили по иконе град стрел. И одна из стрел попала в глаз Пресвятой Богородицы. Из глаз Богородицы выкатилась слеза. Заплакала икона, отвернула свой лик от суздальцев и посмотрела на Новгород. И летописец написал: «Мгла накрыла Новгород, стало темно, и в этой кромешной тьме суздальцы все погибли». И с тех пор город был непобедим. И защитницей, заступницей нашего города всегда была икона Богоматерь Знамения. И перед вами этот чудотворный, святой для Новгорода образ. Явление в Якутии нашей святыни, иконы умиления города Якутская, тоже чудо. Для него Господь избрал фигуру противоречивую и неоднозначную графиню Бестужеву-Рюмину. В середине XVIII века в Якутске оказалась одна из самых образованных женщин России своего времени – графиня Анна Гавриловна Бестужева-Рюмина, в первом браке Ягужинская, младшая дочь сподвижника Петра Великого графа Головкина. Она же статсдама императрицы Екатерины I. Обвиненная в тяжком преступлении, она была сослана в далекую Якутию на 15 лет, прибыла в Якутск в 1743 году. Пути Господни неисповедимы. Якутия ждала свою святыню 100 лет. Видно, что в такой далекой Якутии почитается образ, который туда попал в связи с тем, что вот княгиню Ягужинскую сослали так далеко от Петербурга. И она взяла с собой икону. И эта икона вот сегодня такая святыня города Якутска. Если говорить о том, что иконы вообще перемещались в истории России, это можно вообще целые детективные истории рассказать, как они перемещались, и как они попадали, и как они приходили. Но вот эта икона, она интересна именно тем, что это образ не совсем обычный, и даже часто его называют нетрадиционным. Умиление мы видим в келье Серафима Саровского. И он сегодня почитается, но когда-то он пришел к нам в Россию из Литвы, потому что изначально эта иконография восходит к очень почитаемой в Литве, в Вильнюсе, или Вильно, как говорили в Российской империи, иконе Острабрамской Божьей Матери. Она находится в часовне над воротами, брама по-польски «ворота», Острабрамская, то есть верхние ворота. И почитается там и католиками, и православными. И очень понятно, почему у Ягужинских появилась эта икона.
Это именно польские корни, польские, литовские корни вот этого семейства. И, видимо, она и была у них такой родовой святыней, написанной вот по образцу вот этой почитаемой Острабрамской иконы. Уже в период Серафима Саровского за ней закрепилось название «Умиление». Но на самом деле умиление в Древней Руси называли икону по типу Владимирской. И мы сейчас находимся рядом с этой удивительной святыней в храме Николы в Толмачах при Третьяковской галерее. Это одна из самых первых икон, которая прибыла из Византии на Русь еще в XII веке. И написана она в лучших константинопольских мастерских. Что касается самого образа, в смысле таком живописном, да, он, конечно, XVIII века. Он может быть написан именно в такой живописной технике, можно сказать, это почти картина, в европейском таком духе. Но таков был XVIII век. Век галантный, век увлечения просвещением, философией просвещения, европейской культуры и так далее. И гужинские были на самом, так сказать, верху вот этой знати, которая была европейски образована. Поэтому такой образ, естественно, появился в этом семействе, в этом доме. Это очень глубокий образ и очень такая, видно, намоленная, молитвенная икона, и она, конечно, восходит корнями вот к каким-то глубоким древним традициям, передающим основные такие христианские истины и вот этот вот посыл действительно умиления, любви, милости Божьей к человечеству. В 1632 году Якутия вошла в состав государства российского. С этого момента православная вера начала входить в сердце якутского народа. Строились храмы, появился самый первый монастырь Дальнего Востока. Из Якутска уходили первопроходцы на поиски новых земель, а с ними шли и священники. Так православие продвигалось на северо-восток страны, а далее в Америку, Китай, Японию. Народ Божий с особой любовью относился к святыням, видимым и осязаемым знаком присутствия Господа через Его пречистую Матерь и святых. Вот почему так почитаются иконы Богородицы, и даже имена им даются по названию городов, где они были явлены. Но Якутск целый век жил без такой святыни. И Пресвятая Богородица откликнулась на эту невысказанную тоску и сама пришла в столицу Якутского края, чтобы больше не покидать ее никогда. После Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа образ, изображение Пресвятой Владычицы Богородицы известен всему миру. Нет такого человека, кажется, на земле, которому бы показали изображение Божией Матери, и он не узнал бы в ней Царицу Небесную. Мы счастливые люди, что в Якутии имеем свою Царицу Небесную, свой образ, который покрывает нас от всякого зла. Этот образ был привезен несколько сот лет назад в Якутию. Но сегодня к разным типам икон относят наш образ. Похожа ли она на Владимирскую икону Божией Матери? Или она относится к типу умиления? Или же это адигитрия? Это не столь важно. Главное, что многие люди притекают сегодня к этому образу и получают просимое. Ведь свойственно ученым и историкам изучать исторические события, эпохальные события, изучать святыни. И многие до сегодняшнего дня во всем мире продолжают споры, разговоры о тех или иных святынях. Но для меня это не столь важно, к какому типу этот образ подходит. Главное, что через многие лихолетия, через многие десятилетия и даже века этот образ сохранялся на территории нашей республики, нашего города. Есть величайшие слова, которые произносит священнослужитель за каждой божественной литургией. После
определенного возгласа священник, держа в руках кадила, произносит такие слова: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Пусть эти совершенно простые, добрые слова, обращенные к Матери Божией, каждый якутянин, каждый молящийся у этого образа произносит в своем уме, в своем сердце, и верю, что Пресвятая Богородица не оставит нас. За 3 века в Якутии поменялось все. Государственный строй, общественное устройство, прошла опустошительная гражданская война. Но что бы ни происходило, Якутск был храним под покровом Пресвятой Богородицы. Икона пережила годы безбожия, пожары и даже годы забвения. На исходе века XX ее и нашли забытую и почти полуистлевшую. Процесс реставрации и возвращения к людям занял почти 20 лет. В нем участвовало множество людей, от архипастырей до простых прихожих. Икона то терялась, то самым невероятным образом находилась вновь. В начале 2000-х годов икона пребывала в Преображенском кафедральном соборе. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в то время только восстанавливался. Сегодня икона Пресвятой Богородицы Умиления Градоякутская пребывает в восстановленном храме. Еженедельно перед образом читается акафист. На молитву собирается все духовенство города и многочисленные прихожане якутских храмов. Совершает, я сама чувствую, что чудеса. Например, в прошлом году у меня самой чудо вот, когда она появилась вот в храме, с того дня стараюсь я всегда ходить и не пропускать вот акафисты по средам. Когда вот раздают листовки и ты вроде стоишь, читаешь, происходит какое-то вот в душе именно чувство единения. Ты не стоишь один и читаешь вот эту молитву, а ты будто соединяешься со всеми этой молитвой. И это не передать словами, это надо прочувствовать. Прийти, взять листочек и со всеми именно читать. А мне она дает силу и, вы знаете, такую радость, что ли, такую. И все-таки это как-то совместное пение с народом. Ведь мы же народ, то есть верующие, они же составляют тело Христово, да, то есть это единый организм. И когда мы все здесь собираемся, мы как будто клеточки одного организма, и все гармоничны, и вместе поем, и это так чудесно, и как будто вот, так заряжаешься, что ли, Божьей благодатью, вот так вот можно сказать. Хотя Бог, Он везде, но не всегда мы Его пускаем в свое сердце. Наше сердце, оно чаще закрыто, потому что мы в своей суете больше желаем не мира в душе, а больше желаем жить в этом мире. И чтобы душа наша веселилась, пела, плясала, но никак не думала о том, к чему же она в итоге придет. А обращаясь к иконе, всегда просишь, чтобы помолились, помогли нашим молитвам, чтобы Бог тоже с нами был, чтобы мы смогли сердце открыть свое Богу, чтобы своей любовью Он все-таки помог нам стать человеком, вот именно человеком. За несколько веков существования нашей иконы в этой истории было и долгое путешествие из Санкт-Петербурга в Якутск в кибитке опальной графини
и пребывание в древнем Спасском монастыре и других храмах города, забвение и вновь радостное обретение ее. На нашей иконе изображение молящейся Девы Марии. Она молится о нас. Мы, вверяя себя ее материнскому покрову, также смиренно обращаемся к ней с молитвой. Всесвятая Богородица, во время живота моего не остави меня, человеческому предстательству не веря мя, но сама заступи и помилуй мя. Ну вот теперь, посмотрев фильм, я думаю, что каждый наполнен своими мыслями. Быть может, какие-то вопросы у вас появились. Но для начала я, конечно, хочу сказать, что вы наверняка сразу с первых слов узнали того, кто озвучивает этот фильм, того, кто является его автором, равно как и автором целой серии фильмов «Молящиеся лики Якутии». Это архиепископ Якутский Ленский Роман. Ну и первый вопрос от меня. Я хочу сама спросить о том, я понимаю, что чаще всего архиепископ Якутский Ленский Роман является автором сценариев, что он принимает самое непосредственное участие в фильмах именно в его текстовом наполнении, да, в смысловом наполнении. Матушка, скажите, как шла работа над сценарием, насколько было сложно править владыку? Я полагаю, это нелегко, но иногда, наверное, приходилось, так? Владыка достаточно лояльно относится к исправлениям, да, к корректировке. Он очень прислушивается к советам. Мы вместе искали экспертов. Это была, наверное, самая такая значимая часть подготовки материала к фильму, потому что, конечно, без мнения экспертов он бы таким ярким не состоялся. Вместе искали исторические примеры, вот на примерах других икон, да, например, тоже Владимирской, Казанской, потом Державная, да, то есть различные сюжеты, которые фильм украсили, обогатили. Да, это такая мини-лекция на самом деле. Я здесь очень много для себя почерпнула, полагаю, что и все. Да, и, собственно, такая задача во многом и ставилась. Вот все фильмы, над которыми Владыка работает, он, собственно, основной целью их ставит не просто, скажем так, реклама, да? Познавательные. Да, они должны быть познавательные, они должны быть просветительские, они должны рассказывать о каких-то очень понятных и одновременно очень сложных вещах. Это так. И поэтому можно сказать браво. Все удалось. Спасибо. Если есть вопросы, вы можете подключаться и спрашивать. А я хочу спросить, были ли чудеса? Все-таки икона чудотворная. В момент съемок, после съемок как-то что-то происходило? В момент съемок не знаю, честно говоря. Может быть, Анжелика нам расскажет. Может быть, Анжелика расскажет. Во время съемок прям таких чудес не было, наверное. Но все достаточно гладко. Вы не ждали, шло. вы же материалисты все равно. Ну да, наверное, так. А с материальной точки зрения, да, мы взяли 2 гранта на создание вот как раз цикла фильмов «Православные лики Якутии» вот за этот год. Это и фонда президентских грантов, и конкурса «Православная инициатива». Вот на эти деньги, собственно, и снимается вот эта вот серия в нашей фильме, в которых мы рассказываем о наших святынях.
Я бы еще сказала несколько слов о чудесах. Вообще чудеса фиксировать очень сложно, потому что это очень такое сокровенное, личное, и люди не всегда об этом готовы рассказывать. Но, насколько мне известно, в храме фиксируют каким-то образом. Люди приходят, рассказывают и настоятелю, и второму священнику. Такой немножко личный момент. Я про себя, так сказать, могу сказать, что был момент, когда меня попросили помолиться за подругу. Сложная была в медицинском отношении ситуация, и я помню, что я зашла, помолилась, и через полчаса мне приходит смс, что ситуация благополучно разрешилась. Может быть, совпадение. Я считаю чудо, что Божья Матерь заступилась, помолилась. Да, почему мы говорим о чудесах? Потому что мы все ждем этого в глубине Вообще души. достаточно посмотреть на саму икону, да. За последнее время, наверное, года 2 на иконе появляется все больше и больше вот таких вот подарочков. Люди несут. Если вот да, то, в кадре это видно, как раз такие национальные наши украшения. Это вот как раз то, что несут люди. Да, это отблагодарить как раз вот Пресвятую Деву Марию за то чудо, которое у них совершилось в жизни. Они не все готовы рассказывать, но благодарность, она видна. Ясно. Существует день рождения наверняка, не только у людей, но и у икон тоже. О нашей иконе, о которой рассказывается в фильме. Когда он? Это удивительная история, на самом деле. Вы поняли из фильма, что у этой иконы есть два похожих образа. Есть икона Острабрамская, с которой, видимо, она и является списком, есть икона Серафима Дивеевская, принадлежавшая Серафиму Саровскому. Острабрамская празднуется 27 апреля, Серафима Дивеевская 10 августа. Но мы не знаем точно даты, когда икона наша Градо-Якутская была принесена в Якутск. И поэтому... Год, но не знаем. Да, мы знаем только год. Сейчас у нас 275 лет мы отмечаем. Но у нас уже сложилась такая традиция, что во второе воскресенье сентября, в День города, перед иконой идет особая молитва. Икона чаще всего участвует в общегородском крестном ходе. Вот от собора, да, ее приносят к собору. И в этом году, к сожалению, это не получилось, но вот в прошлом году было. Это очень яркое, красивое зрелище. И я бы сказала, что оно очень молитвенное. Я не знаю людей, которые оставались бы к этому равнодушными. Даже более того, я знаю, что достаточно много людей приходят на такой крестный ход просто как мероприятие массовое, да, и все проникаются вот этим вот глубоким чувством. Конечно, это икона матери. Да, но это личные переживания каждого, и все-таки, как справедливо заметила одна из героинь фильма, надо прочувствовать самому. А мы возвращаемся к материальной стороне. Я хочу задать Анжелике вопрос. На какие деньги снимался фильм? То есть, конечно, ты уже упомянула об этом, но стоит еще раз повторить. Это грантовые деньги. Вообще Якутская епархия уже второй год выигрывает гранты президента Российской Федерации. В этом году мы также выиграли фонда президентских грантов. И вот на эти деньги мы, собственно, осуществили те поездки и по России, и внутри нашей республики. Потому что у нас сейчас вот за этим фильмом выйдет еще один фильм. Он будет 40 минут продолжительностью, такой тоже масштабная работа. Будет рассказывать о вере в Якутии. Вот. И будем надеяться, что продолжим. Ну, я уверена в этом, потому что... Да. Ну, во-первых, я очень хочу вас поблагодарить за прекрасный фильм, потому что я родился в Якутске, и мой отец в Якутске родился, и мать в Якутске родилась, и я такой патриот нашего города, и к стыду своему я не знал, что в нашем городе, оказывается, хранится такая реликвия, которая, судя по фильму, обладает огромной художественной ценностью, ну, кроме как религиозная ценность, как художественный объект, это, наверное, очень значимое произведение вообще, да. Вот за это хочу поблагодарить, и то, что общественность узнает об этом, это еще как бы повышает ценность
нашего города, нашего культурного наследия нашей республики и города. Это прекрасно. Вот. А вопрос у меня такой, вот весь фильм, он у меня крутился. А что с ней было вот в этот период советской власти, вот с этой, как ее нашли, как она, вот этот момент, да, где она хранилась или как? Она хранилась на Ушакова. Единственный молитвенный дом в Якутске тогда существовал только вот по улице Ушакова. В дальнейшем она так и оставалась, когда вот в 80-х годах был построен новый храм, там, опять-таки на Ушакова, она оставалась там все это время. Она не покидала никогда город. Единственный момент, когда она его покинула, это была вот реставрация уже в 90-х годах. Там уже... Дело в том, что когда начались 90-е годы, да, вот возник вопрос реставрировать икону. И реставрации вот тогда проходили, значит, на территории Украины. А тогда Союз распался, и было сложно туда отправить. Поэтому вот такой вот... В общем, ее делегировали, наверное, да, друг другу перекидывали. Она терялась, но она все равно находилась здесь у нас. То есть на Украине? И их собрали, несколько икон собрали для того, чтобы отправить на реставрацию. А ее забыли, она пролежала на шкафу. То есть она не хотела вообще уходить из города? Ни в какой, да, это такое было. И она бы не вернулась? Да, тоже и могло так бы тоже быть могло и так. быть, да. Да, могло бы быть и так. Это вот, она вот ни в какой не хотела покидать, потом приехал реставратор в Алекминск, и вместе с ним она вот была отправлена в Москву на реставрацию. Вы знаете, такие истории вообще бывают, да, когда икона возвращается на свое место, когда икона не хочет уходить со своего места. Они в церковном предании зафиксированы, как чудеса, и они всегда кажутся немножко сказочными. Ну вот, пожалуйста, вот не сказочная совершенно история, как она не хотела покидать город и ушла только со специалистом и вернулась. Да, и тут вот несколько икон, которые ушли на реставрацию, они вернулись, и вдруг обнаружилось, что этой иконы нет. Ее начали искать по всей России. Потом нашли у нас опять-таки в Якутске. То есть вот такая история была. Марина, у тебя есть вопрос? Да. Я хотела бы узнать, ну вот мы посмотрели этот фильм, да? А широкой аудитории он уже был представлен или будет? Если будет, то каким образом? Вот я помню, что предыдущий фильм мы смотрели в кинотеатре «Лена». Было очень много людей, были прям там, ну, действительно, люди прочувствовали, они очень тепло приняли фильм, там и слезы там были. Я наблюдала, там, ну, вообще было что-то, ну, такой подъем был, вот, да. Вот этот фильм каким образом будет представлен широким массам? И, ну, вообще, будет ли вот такая презентация, как прошлый фильм? Да, конечно, будет. Когда и где? Или вы позже? Или вы думаете об этом еще? Да. Сообщим попозже, вот поэтому то есть попозже. Это, да. То есть еще не было? Я могу кратко упомянуть. Вот 5 числа вечером, ну, 6 фактически числа, начнется 7-й Свято-Иннокентьевский студенческий форум. И октября? Да, октября. Проходить он будет в Якутской духовной семинарии, это Чернышевского, 52. И там в рамках этого форума будет показан в том числе и фильм. Ну и, кстати, могу сказать, что по соседству с семинарией находится как раз Богородицкий храм, в котором она находится. Так что можно будет туда зайти и посмотреть на нее, так сказать, вживую. А каждую среду там совершается особая молитва, пение акафиста. Вот самый конец фильма «Разговор с людьми» — это разговор с людьми, которые пришли как раз молиться вот, на акафист. Я знаю, что фильм не первый. Я знаю, что существуют планы, то есть вот «Молящиеся лики Якутии» — это одна идея. Существуют идеи по православию в Якутии. Существуют еще идеи снять фильм, иные фильмы, но на темы, связанные с верой и Якутией. Анжелика, в ближайшие вот планы вы рассказали, что фильм снимается 40-минутный, но в целом хотелось бы знать, а сколько их всего планируется и в какие сроки? Ну, сейчас выйдет вот фильм о вере в Якутии, так он называется, «Вера в Якутии». Он имеет хронометраж 40 минут и будет, кстати, премьера пройдет 7 октября в Синема-центре в час дня. Представит его сам автор, архиепископ Якутский Ленский Роман.
Сейчас вот идут последние работы над фильмом. Вот. В будущем, в следующий год, планируется продолжить цикл «Храмы Якутии». То есть там мы расскажем о наших святынях, которые находятся в городе Якутске, которые сейчас восстанавливаются по всей республике. У нас их очень много, потому что до революции 200 храмов было на территории Якутии. Все они практически были закрыты, уничтожены. И вот на начало 90-х оставался всего один. И вот мы хотим тоже рассказать о истории этих храмов. Как человек, далекий от церкви, да, когда-то ты была далека от церкви, и потихоньку через вот эту телевизионную, журналистскую деятельность, так же, как я, в общем-то, приблизилась, и, возможно, даже его церковление где-то там недалеко. Скажи, пожалуйста, зачем вообще нужны такие фильмы? Вот людям, далеким от церкви, они скажут, ну что вы там, молитесь. Нам это зачем? То есть какой-то связи, что это наша история, нет. Зачем ты снимаешь эти фильмы? Что ты хочешь этим сказать? Ну, я родилась, выросла здесь. Моя семья здесь обосновалась более 100 лет назад. И когда я соприкоснулась вот с этой историей, я поняла, что мы в свое время изучали совсем другую историю, оказывается. И что вот такой огромный вклад, который внесла церковь в развитие нашего края, в развитие моего города, просвещение, мы об этом не знали, и об этом надо рассказать. Потому что вот когда закончилась работа над этим фильмом «Молящиеся», и мои друзья посмотрели, первый вопрос, который они мне задали, был такой: ты знала и нам не сказала. Вот это говорят мне все. Мне говорят прямо в глаза: как ты могла молчать, как ты могла. И вот я считаю, что мы должны знать о нашей истории, о тех святынях, которые у нас находятся. Ведь у нас, понимаете, это в свое время Якутск был колыбелью православия на Дальнем Востоке. Православие, оно уходило отсюда в Китай, в Японию, на Аляску. А мы об этом не знаем. Мы думаем, что у нас только золото, бриллианты. Но самое такое вот сокровище, святыни наши, мы о них не знаем. Но мы должны это знать, должны передать это нашим детям и подрастающему поколению. Ну, я хочу присоединиться к словам благодарности, конечно, и передать слово. Да. Включите, пожалуйста, нажмите кнопочку. Ирина Елисеева, Якутск вечерний. Это достоверно исторический факт о том, что икона принадлежала Ягушинской княгине. Ну вот как раз одна из задач фильма – это вот такое провести небольшое расследование. Вообще это вполне достоверно. Ну вот мы специально обратились к искусствоведу. Марина Языкова – это достаточно крупный специалист, она вообще культуролог, она автор многих работ по богословию иконы, по именно искусствоведческих трудов. Она, когда только увидела это изображение, она сразу сказала, что икона очень интересная, и сразу, скажем так, проследила ее происхождение. И судя по вот тому, что она сказала, скажем так, исторический сюжет, он как бы только подтвердился, что она не могла прийти ниоткуда иначе, кроме как вот от этой семьи. Просто, ну, по большому счету, ниоткуда было бы. Ну, были же другие декабристы, были же другие ссыльные. Приезжали же купцы там. Дело не в том, что были другие ссыльные, дело в том, что она именно оттуда, где они могли с ней познакомиться. Да? То есть, во-первых, икона польского письма, судя по всему. Икона явно связана, то есть она явно связана с Острабрамской. Причем это практически точная копия, еще такая деталь, но наша икона интереснее, потому что у нее открытые глаза. Вот. И Острабрамская, и Серафим-Дивеевская, там у нее открытые глаза. Вот. Но в целом мы старались копнуть по источникам. Похоже на то, что, ну, я не знаю, наверное, 95% того, что это именно та икона, именно история именно такая. Ну, то есть, конечно, может быть какая-нибудь ошибка, но, честно говоря, я себе не представляю, как она может произойти. Если сомнения когда Ягушинскую привозили сюда, там она же была все равно, какая-то опись же была ее имущества, что она привезла с собой.
Не сохранилось это, к сожалению. Сколько у нее одежды, сколько там... Не сохранилось. Не сохранилось. Это мы не должны забывать о том, что, во-первых, прошло много времени, во-вторых, она была, в общем, человеком гонимым. Да? Она же, если вы помните, была осуждена не на пожизненное проживание, да, а на 15 лет. На 15 лет. И она не дожила до... 8 лет. Да, она не дожила до своего освобождения. Жизнь у нее была, скажем так, очень тяжелая здесь, судя по всему. Да? Она несколько... Все-таки столичная дама, которая внезапно оказывается так далеко. Это тяжело. Вот. И я думаю, что просто сохранилось еще очень мало. К сожалению, вот никаких описей обнаружить не удалось. Я хочу передать слово. Представьте, пожалуйста, или, может быть... Да, микрофон. Здравствуйте, Георгий Спиридонов, газета «Якутия». Скажите, пожалуйста, вот вы связывались с историками, с нашими местными при подготовке этого фильма, и в частности вот по Бестужевой и Рюминой. Вот вы говорите 15 лет. Откуда вы такие сведения взяли? Она была приговорена к смерти, колесованием, которые заменили отрезанием языка и ссылкой на вечное поселение. Не на вечное поселение. Нет, но это есть архивные эти источники, которые точно об этом указывают. Ну ладно, вот сейчас это не об этом. И она здесь умерла, и оставила себе очень добрую память тем, что очень много жертвовала. Это известно. Бедноте, да. Вот как-то вот, чтобы хотелось, чтобы и эта тоже линия как-то у вас в фильме прозвучала. И вообще о такой тесной работе и о вкладе не только духовного просвещенства, да, но и якутского народа в развитии православия, поступательной, постмиссионерской, естественной деятельности. Потому что говорят, что деревня без церкви не стоит, правильно? В каждой якутской деревне были вот, великолепные церкви. Об этом были ваши фильмы. Об этом будут дальнейшие фильмы. Да? Да. Конечно, конечно. Это конкретно. Это услада сердца, потому что каждая семья, допустим, должна была сдать 4 такой деловой лиственницы, то есть бревна, на постройку церкви. Не просто сосны, а именно лиственницы, чтобы стояла веками и так далее. И поэтому мне кажется, что как-то вам можно бы с нашими историками больше такую тесную связь поиметь. Да и рассказать о Бестужевой и Рюминой. Ну, мы вообще контактируем с историками. Нас просто, к сожалению, не смогла в этот раз прийти ни Инна Игоревна Юрганова. Не прийти, а в фильме показать. И показать, что такое православие было очень тесно, и якутский народ был глубоко религиозен. Для современного общества это было бы очень важно. Вы знаете, вообще эта тема проходит у нас, проходила и в других фильмах. Да. Предыдущие фильмы как раз об этом. Да, об этом. Ну, я кое-что увидел. Ну, к сожалению, в кинотеатрах, если вы будете представлять, это великолепно, я вот не посетил. Вас нужно обязательно. У нас на ТНТ, что я вижу, там почему-то это не звучит. У нас, смотрите, у нас вообще есть канал в Ютубе у Якутской епархии, там выкладываются фильмы. Что касается вообще веры в Якутии, я могу такой пример привести. Я уверена, что это в будущих фильмах прозвучит, что храмы не просто строились, храмы сохранялись, причем даже в советские годы, причем сохранялись в очень хорошем состоянии. То есть сейчас, проезжая в самые разные уголки республики, я все время... потому что благодаря музеям, у них музеи делали. Не просто... Нет. Не просто... Вот сколько я был, да, там картофелехранилище, зернохранилище, тоже великолепное Во-первых, музеи. Во-вторых, еще одна деталь. Люди не давали разрушить. В первые годы советской власти люди хранили храмы. Я не могу сейчас вспомнить, в Чечемахе, кажется, если ничего не путаю. Чечемах? По-моему, в Чечемахе. Там была церковь хорошая. Да, я могу спутать. Да, вы, наверное, правильно говорите. Да, я, наверное, про него говорю. Местные жители как раз говорили, что вот наши предки, причем не очень далекие, да, еще 100 лет не прошло, не давали разрушить церковь. И это очень значимо. А более того, в Амьинском улусе недавно устанавливали часовню, там храм погиб, сгорел. Первое время его сохраняли. И меня очень тронула такая фраза местных жителей, причем они сами собирали на эту часовню. Они сказали, что вот наши отцы и деды не уберегли храм,
И мы за них, можно сказать, прощения попросили. Это почти до слез. Да, конечно, я считаю, что об этом надо говорить и говорить много. Все-таки надо не забывать, что больше половины священников перед революцией, конечно, обязательно, да. это были коренные жители Саха. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо большое за такой пласт, поднятый в этом вопросе. И хочу передать слово следующему журналисту. Альбина Данилова, эксперт, Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха. Журналист. Дело в том, что большую хотела благодарность всей творческой команде выразить. Я человек действительно тоже несколько далекий, неоцерковленный и мирской, скажем. И для меня это было открытием. То, что я сегодня увидела на экране, это фильм «Открытие». И еще как-то такой произошел щелчок, из прошлого, когда Юрий Спиридонов сказал о том, что у нас достаточно материала, я впервые узнала о судьбе музея «Якутская ссылка», Бестужевой, Рюминой и Гужинской. Там ее портрет, ее там подробное описание, наказание какое, боже мой, такая француженка, дворянка. Я посочувствовала ее судьбе тяжелой. И расспрашивала музейных работников, что дальше с ней было, как, что, почему, мы ничего не знаем об этом. И, так как я киношница, я почему-то думала, почему об ней не снять бы о ней художественный фильм такой хороший, это же вообще будет очень зрелищно. И это она у меня осталась, это замысел, думаю, надо покопаться, но я никак не увязывала ее судьбу с судьбой, оказывается, открытой иконы с историей духовной жизни Якутии. Оказывается, настолько все замыкается, случается, совпадает. И думаю, действительно именно в таком русле нам нужно продолжать работать, и не только документальные циклы, но уже замахиваться на какие-то художественные такие проекты. Это большое спасибо вам. И мне очень нравится вообще сам ритм фильма. Чувствуется такая уже сработанная хорошая команда, которая уже второй фильм с режиссером Светланой Сивцевой создаете. Наработанность чувствуется, понимание друг друга, и чуть ли не с полуслова я знаю, что следующие работы будут как-то еще на уровень выше. И мне очень нравится, как хорошо подобрали героев, консультантов, людей, даже молящихся людей в церкви из паства, которые как будто они на одном языке говорят, и слух такой плавный, такой очень гармонично текущий, совершенно, в общем, ласкает слух, скажем так. Такие фильмы нужны людям, даже, как сказать, детям, подросткам, просто людям совершенно далеким от церкви, на уровне открытия. И действительно первый вопрос, который хотела задать, что происходило, судьба, очень жалко, хотелось немножко чуть-чуть детектива, немножко постановочных каких-то действий, как она действительно восстанавливалась, как она кочевала из рук в руки, был риск, что она могла вообще утратиться. Это же тоже чудо, то, что она осталась. Там немножко надо было усилить этот акцент. Но это, если будут подобные случаи, может быть, вы как-то учтете. Потому что зрителя надо тоже привлекать такими моментами. Их нужно как-то цеплять. Не только просвещать, но немножко увлекать. И последнее я хотела бы предложить. Я знаю, что вы тесно сотрудничаете с нашим центром, фондом кинохранилища в прошлом, сейчас центр. И вы передали нам фильм «Якутия. Небесный покровитель», за что большое спасибо. И мы ждем от вас, как говорится, еще новых, так сказать, даров, потому что это все для будущих поколений. Вы сохраните для потомков. И наверняка, кроме этих проектов, может быть, у вас есть еще какие-то другие фильмы. Есть, передадим. Обязательно. Ждем вас. Спасибо большое. Спасибо. Мнение эксперта очень ценно нам. Прошу. Спасибо большое за фильм. Эта икона
действительно имеют огромнейшую силу, которую мне довелось испытать вот этим летом на себе. Это чудо. И хотелось бы, чтобы вы побольше распространяли информацию про вот эту икону, ну, среди населения. Помимо фильма. Спасибо. Но я видела вот листовки, вывески, благодаря которым я и узнала об этой иконе впервые. Да. Спасибо большое, это очень важное свидетельство, очень ценное. Спасибо большое. Ну, мы с чудес, как говорится, начали, ими и закончим. Действительно, в процессе съемок фильма я знаю как минимум 3 случая, когда у людей менялись судьбы в очень позитивную и лучшую сторону. Это, возможно, не связано там, с чем-то, верит человек или нет, хотя я думаю, что связано. Он как-то проникается всем этим. И хочется, чтобы мы вот эту увязку нашей общей истории, духовного развития, понимание, что не только материальное ценно в этом мире, чтобы это все получило развитие и в фильмах, которые представляет Якутская епархия, и, конечно, укоренилось в наших душах. Еще раз огромное вам спасибо. И напоследок, конечно, хочется спросить о планах ваших, как продюсера и как человека, который уже вполне профессионально может готовить гранты, да? Я так понимаю? Да. Всем спасибо, что подошли. Всех приглашаю 7 октября в Синема-центр. Будет премьера нашего еще одного фильма «Вера в Якутии». Вот. Он такой более масштабный, 40 минут. Вот. Там принимало участие очень много народу. Мы съемочно выезжала и в Мирнинский, и в Алёпинский район, и в Ленинском районе мы снимали, и в Якутске. Так что приглашаю вас всех. Спасибо. И, матушка, еще раз для тех, кто нас сейчас смотрит, озвучьте, где можно увидеть икону и по каким дням служится молебен. Икона находится в Богородицком храме. Наш храм Рождества Богородицы в Залоге. В Залоге возле мужской семинарии. Да, возле Якутской духовной семинарии. Икона находится слева, вот как входите, слева она висит. Узнаете по фильму. Да, храм открыт почти постоянно, но в среду вечером в 18:00 каждую неделю богослужение, посвященное ей, молебен с акафистом. Там молитвы, кстати говоря, принимаются не только за крещенных там. А можно ли там, вот в фильме вы видели, что люди с листочками стояли? Эти листочки можно взять в храме? Конечно, конечно. Там, смотрите, акафист — это пение. И, причем это пение чаще всего совместное. И вот раздают акафисты, и люди все вместе поют. Подпевать несложно. Понятно. Спасибо большое. И всем присутствующим огромное спасибо.